Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Амшейп Шара». Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня и не только сегодня в выпуске. Воспоминания о наставнике, стихи. В Баку прошел вечер памяти Адгура Чегия. В Гагре к концу года появится новый детский сад на 100 ребятишек. В Общественной палате чествовали победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадля и его тренера Теймураза Гиргидава. В этом году инвестпрограммой на 2023-2025 годы предусмотрено 24 мероприятия на общую сумму 1 миллиард 215 миллионов рублей. Профинансированы и близятся к завершению мероприятия на 900 миллионов рублей. Прочие работы будут профинансированы до конца года. Об этом доложил премьер-министру Александру Анкваб, начальник управления капитального строительства Тимур Агарба. Александр Анкваб и Тимур Агарба также обсудили ход ремонтно-строительных работ на объектах по перечню, утвержденному Кабинету министров, а также за счет средств резервных фондов президента и правительства. В Москве состоялись переговоры министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут со статс-секретарем, заместителем директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России Олегом Плохим. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в области подготовки кадров, лицензионно-разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества. В Абхазском государственном университете прошел поэтический вечер, посвященный памяти Адгура Чегия. Мероприятие было организовано по инициативе студентов-журналистов и профессора АГУ Екатерины Бебия. Семья, друзья, близкие, коллеги, студенты участвовали в мероприятии. Смотрите репортаж Лауры Капш. Смерть – это то, что бывает с иными. Жизнь – это то, что бывает с тобой. Вряд ли мы станем когда-то другими. Были и будем лишь только собой. Эти строки принадлежат безвременно ушедшему из жизни Адгуру Чегия. Они наполнены глубоким смыслом. Но что именно таится в этих строках? Что хотел передать автор через них, теперь мы не узнаем. Пьяный гонитель, оглохшие уши, трава и заборы. Блестят купола. Ангел гадает, а сердце хохочет. Волны сомкнулись, обрушились вниз. Адгур Викторович Чегия был послом по особым поручениям, советником первого класса. В разные годы занимал руководящие должности в Министерстве иностранных дел. Преподавал на кафедре истории и теории международных отношений АГУ. Был истинным патриотом своей родины. Адгур оставил очень большую память о себе, его стихи будут жить вечно. Но я считаю, что самое главное, он оставил завещание, которое можно, может быть, расшифровать примерно так. Да, будьте внимательны друг к другу, смотрите, кто с вами рядом, любите друг друга, уважайте, будьте чуткими, цените друг друга, цените жизнь. Вот. Делайте все, чтобы люди рядом с вами, да, может, они стесняются, может, они не раскрыты, помогайте друг другу. Потеря Адгура Чегия – большая утрата не только для нашего университета, но и государства в целом, отмечали выступающие. Мы потеряли молодого, грамотного специалиста, высокопрофессионального дипломата и истинного патриота, отметила Эсма Гургулия. Очень трудно говорить об Адгуре Викторовиче в прошедшем. Такая многогранная личность, такой интеллигентный, образованный, мудрый, добрый, отзывчивый, человечный. Можно перечислять бесконечно его все качества. С ним можно было обсуждать совершенно разные темы. И ко всем он подходил со знанием дела. Адгур Викторович был не просто преподавателем, он был для нас наставником и другом, отмечали его студенты. Я часто брал с него пример, учился у него. Каждая наша лекция проходила с ним в обсуждении различных политических событий, что же происходило там в мире. И на все наши вопросы Адгур Викторович мог дать нам четкий и конкретный правильный ответ. Это выдающаяся личность, лично для меня. Я уверен, что все мои однокурсники, все мои друзья, которые знают Адгура Викторовича,
они навсегда запомнят его как самого доброго, самого хорошего человека. Адгур Чеге в свободное от работы время писал стихи. Он является автором 2 поэтических сборников. Готовилась к изданию его 3-я книга. На поэтическом вечере студенты прочли стихотворение Адгура Чеге, а студентка отделения журналистики Мадина Амичба перевела его стихотворение на абхазский язык. Знахги амца бзхабулуй и халхивай тахча. 14-летняя дочь Адгура Наала также прочла стихотворение отца, но присутствовать на мероприятии не смогла. Строки поэта прочла и его сестра Астанда. Долине угасающих миров судьба нам за ошибки платит дважды. На перекресток солнечных ветров мы попадаем только лишь однажды. Матерям. Великосветское сверкание, оставив бури суеты, бредут тропинкой мироздания и осознания пустоты. Печальны быстрые минуты, витают лики сыновей, взрастают семенами скорби слова, молитвы матерей. С уходом человека что-то вдруг обрывается, исчезает, но память будет жить в сердцах близких Адгура Чеге всегда. Лаура Капшира Мукамке, Абхазское телевидение. Совет Федерации России ратифицировал протокол, освобождающий от пошлины при вывозе пропана в Абхазию. Вопрос ратификации протокола также рассмотрели на заседании Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии. По итогам члены комитета будут рекомендовать Народному собранию принять законопроект на следующей сессии. Почетные консульства Абхазии и Южной Осетии планируют открыть в Крыму, сообщает «Спутник Абхазия» со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте России Георгия Мурадова. Об этом Георгий Мурадов сообщил в ходе видеомоста Москва-Симферополь, который прошел в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». В Гагре к концу года появится новый детский сад на 100 ребятишек, сообщает Гагра ТВ. По улице Абазга завершается капитальный ремонт старого здания детского сада, в котором очень нуждается город. Уже завершены основные ремонтные работы, сейчас ведутся отделочные. На эти цели выделено 42 миллиона 760 тысяч рублей. Параллельно производится капремонт сада по улице Адыга. Здание уже покрыли новой кровлей. Сейчас идет расчистка территории, устанавливаются новые окна. По завершении ремонтных работ в детском саду планируется открыть ясельную группу. Членам Общественной палаты процедуры конкурсного отбора на замещение вакантного места путем тайного голосования избрана Фрида Лазба. Проведение выборов связано с назначением члена Общественной палаты Абиссалома Кварча руководителем администрации президента. На участие в конкурсном отборе было подано 6 ходатайств от политических партий и общественных организаций. Но накануне выборов 2 кандидатуры были отозваны заявителями. Сотрудники Управления общественной безопасности МВД Абхазии находятся в Москве с целью повышения профессиональной квалификации. 25 октября делегация во главе с главным советником министра внутренних дел Иналом Маршания посетили Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области. Ознакомились со служебной деятельностью Центра в целях обмена опытом по вопросам контроля за оборотом гражданского оружия и в сфере частной охранной деятельности. Проект общественной организации «Абхаздеск. Спасем мир от мусора» завершен. Команда «Абхаздеска» провела панельную дискуссию, где рассказала о своем опыте реализации экологических инициатив и подвела итоги. Во встрече приняли участие экологи, экоактивисты, общественные деятели. Гулгуца Вардания расскажет подробности. Активисты общественной организации «Абхаздеск» уделяют большое внимание экологии. Один из проектов, направленный на сохранение чистоты окружающей среды, так и называется «Спасем мир от мусора». В этом году в рамках проекта было сделано немало важных и нужных дел для природы. Например, в Сухуме были установлены 2 смарт-аппарата, которые выдают порцию корма, если опустить в них пластиковую бутылку. Установили аппараты в Новом районе и на Маяке, на территории Института экологии
технологий. Смарт-аппараты были куплены в Турции. Стоимость одного $2500. Обслуживают чудо-автоматы сотрудники Абхаздеска. Они ежедневно подливают воду, подсыпают корм, следят за техническим состоянием агрегата и собирают бутылки, опущенные в аппарат. Собранный пластик отправляется в пункт приема вторсырья компании «Экоапсны», а затем вывозится на переработку. Такие аппараты стоят лишь в нескольких странах во всем мире, и мы теперь в списке этих стран, что, мне кажется, очень круто для имиджа международного Абхазии. То есть вы свободно можете гордиться тем, что у нас стоят эти уникальные аппараты, которые, помимо прочего, они сами себя обеспечивают электроэнергией, то есть они на солнечной батарее. Вот. И также они полностью там, на абхазском языке, и когда вы опускаете в аппарат пластиковую бутылку, он благодарит вас на абхазском языке. С помощью смарт-аппаратов были собраны более 2000 пластиковых бутылок. Таким образом, гражданские активисты надеются сформировать традицию проявления сострадания к бездомным животным и поддержать идею раздельного сбора мусора и переработки отходов. В рамках другого экологического проекта на Синопском пляже в Сухуме появилась мозаика в виде чайки из почти 10 тысяч пластиковых крышек. Арт-объект – совместная работа Абхаздеска и художниц Апши Хакба и Диана Хиндба. Инсталляция появилась на бетонной плите. Интересно то, что человек на самом деле для того, чтобы быть художником, но я буду говорить о том, что меня волнует в первую очередь, ты можешь использовать любые предметы на сегодняшний день для того, чтобы говорить о том, о чем ты хочешь говорить. И способ мышления, когда ты можешь использовать все, что вокруг тебя, это очень важно, потому что для тебя открывает и тебя как личность, и новый язык, и что, в принципе, ты, и помимо того, что ты делаешь что-то правильное, используя как пластик, это, правда, экологическая проблема, но факт в том, что ты можешь и говорить на своем языке. В рамках беседы директор Абхаздеска Битюль Маршан подчеркнула, что кризис с пластиковыми отходами, созданными людьми, угрожает природной красоте и экосистеме Абхазии. Этим летом Абхаздеск совместно со специалистами Госкомитета по делам молодежи и спорту организовали плокинг-забег, в рамках которого на пляже Келасура было собрано 607 килограммов твердых отходов. Согласно правилам соревнования, команды во время прохождения дистанции собирали макулатуру, пластик, стекло, отходы, которые можно переработать. Больше всего на пляже оказалось металла – 243 килограмма, стекла – 206 килограммов, бумаги – 12 килограммов и еще 49 килограммов общего мусора. 12 команд были поделены, соответственно, между собой, и в каждой команде ввелся сбор вторсырья именно вот по категориям. То есть отдельно металл собирался, отдельно пластик, отдельно бумага, ну и так далее. То есть мы объяснили, почему важно отдельно сортировать. Дело не в том, чтобы просто собрать все, что на пляже мы увидим, а именно научиться, во-первых, делить это все, понимать, что это вторсырье, что это не просто мусор, а вторсырье. То есть есть возможность повторной переработки, если есть ресурсы. Также мы показали, что можно это совмещать со здоровым образом жизни. В последний день лета Абхаздеск провела экологический кинофестиваль, в рамках которого была представлена насыщенная программа. Фильмы от молодых режиссеров, рассказывающих о том, как важно беречь природу. Мастер-классы, благотворительная книжная ярмарка. Все собранные средства ушли на покупку корма для бездомных животных. А гости мероприятия на экомаркете могли приобрести продукцию местных ремесленников. В планах у Абхаздеска еще много важных и нужных проектов. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Общественной палате Абхазии чествовали победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадлия и его тренера Тимура Загиргидава. Члены Общественной палаты поздравили юного спортсмена с уверенной победой, пожелали ему ярких достижений и больших вершин в спорте. Они отметили, что Нестор является гордостью Абхазии, у него есть большая перспектива. Секретарь палаты Гули Кичпа вручила спортсмену памятную грамоту. Нестор Гадлия, в свою очередь, отметил, что готов и дальше достойно представлять свою страну
на международной арене. Нестор Гадли одержал уверенную победу над спортсменом из Узбекистана в чемпионате мира по тайскому боксу. Он является первым тай-боксером из Абхазии, который принимал участие в первенстве мира. На турнир отбирался по итогам первенства России. Юному спортсмену всего 11 лет. Я верю в то, что дальше он проложил тропу на чемпионат мира, что и дальше пойдут ребята. Плюс еще признаны олимпийским видом спорта. Я думаю, дай бог, чтобы у нас команда будет побольше, и не только один поедет, а поедут и 10 человек, а там и более человек. Главное, чтобы у нас были силы и возможности на это. Я думаю, что у нас все получится. Впервые, наверное, что в таком возрасте, в 11-летнем возрасте, абхазец из Абхазии стал чемпионом мира. Это, конечно, очень радует. И потом такой резонанс в Абхазии. Вы, наши старшие, отвоевали нашу свободу. Это такая радость. А вы побеждаете на таких приятных, соревновательных состязаниях. Это очень радует, потому что вы должны прославлять такие ребята, как вы и другие, вот в разных областях, в том числе и в спорте. От души тебя поздравляю, от души всех благ. Разрешите также благодарственное письмо вручить главному, может быть, человеку, потому что тренеру, который воспитал такого достойного спортсмена, уважаемому Теймуразу Мирабовичу. Всех благ. Я рассчитывала на победу, потому что я был готов, потому что когда я был на первенстве России, я чувствовал, что я там был не так готов. Когда я приехал на чемпионат мира, мы занимались по 2 раза в день. Я был готов. Хочу поблагодарить всех тем, кто меня поддерживал. Родителей, тренеров, которые меня тренировали, поддерживали. Я готов приносить дальше победу для своей страны. Первый международный православный форум просветительских, общественных и благотворительных организаций России и Абхазии «Вера, Надежда, Любовь» прошел в Доме Москвы в Сухуме. Организатор форума – благотворительный фонд «Междуречье», являющийся членом Координационного совета российских соотечественников Абхазии. По мнению организаторов, форум является важным шагом к православному сотрудничеству Абхазии и России. Об этом сообщает пресс-служба Дома Москвы в Сухуме. Затонувший в 60-х годах прошлого века прогулочный катер Сталина подняли со дна озера Рица. Как рассказал спутник Абхазии предприниматель Даур Чамагуа, транспорт нашел в конце 90-х его отец, но в то время его не удалось поднять. И сейчас это оказалось нелегко. Катер находился на глубине 12 метров. Его подъему на берег мешали ил на борту, деревья и бетонные плиты на дне. Чтобы поднять катер со дна Рицы, местные предприниматели потратили почти 1 000 000 рублей. Сейчас катер находится на берегу озера. В длину судна 8 метров, в ширину около 3. Названия или же отличительные знаки на корпусе, к сожалению, не сохранились. Даур вместе с братом Османом Чамагуа намерены восстановить катер и вернуть ему по возможности первозданный вид. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 26 октября, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня дождь разной интенсивности. Температура воздуха ночью 12-17, днем 20-25 градусов, температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.